И первыми раскрыть тему этого конкурса попытается команда КВН «Сборная Чеченской Республики» Грозный. Эта история произошла давным-давно. История эта о древнегреческих богах, Прометее и магии огня. Зевс попался крутовым, в жуткой панике Олимп. Прометей огонь украл, Зевс тогда богов собрал на Олимпе. В самом центре полшестого Зевс богов собрал. Нет, еще раз нет. Товарищи, согласен. Товарищи, Да, Зевс? на повестке дня несколько вопросов. Первый вопрос – недостойное поведение товарища Прометея. Правильно. Что он себе позволяет? Действительно. Сейчас у Греции и так, кроме долгов, ничего нет. А это все людям тащит. Ковер унес? Унес. Телевизор унес? Унес. А сейчас собирается огонь им отнести? А чё он им все из дома носит, а? Может, он наркоман? Ты на свой шлем посмотри, молчал бы лучше. Это сына я свой постирал. Так давайте прикуем его к скале и прокапаем. Это чуть позже. Товарищ Горгонов, а вы почему не участвуете в обсуждении? Мало того, вы в помещении в очках стоите. А я могу снять. Так, не надо. Не надо. Мы здесь серьезные вещи обсуждаем, а ей все равно. Я с вас окаменеваю. А почему наш тупой качок молчит? Да, Геракл, тебя это не касается, что ли? А давайте я вот дубиной ушатаю, и все. Правильно, Я извиняюсь. А можно мне сказать? Конечно. А ничего, что я здесь сижу, а вы меня обсуждаете? Да? Да, я собираюсь отнести огонь людям. Нет, ну а как вы себе представляете жизнь людей без огня? Как? Кутузов какой приказ должен отдать в 812 году? Господа, Наполеон под Москвой, предлагаю Москву намочить? Так что ли? А ведь он прав. Да. Прав. Если раньше я еще как-то сомневался, то сейчас уверен точно. Он наркоман. Да, Наркоман. Так что? Я в любом случае отнесу огонь людям. Ничего ты им не отнесешь. Отнесу. Не отнесешь. Отнесу. Друзья, мы с вами наблюдаем поединок Зевса и Прометея. И что мы видим? Прометей пытается нанести удар, но Зевс уклоняется. Что дальше? Они достают невидимые мечи. А, потерял? Так тебе и надо. Черт. А на Кавказе есть обычай. Когда девушка бросает на землю платок, бой должен прекратиться. Тебе повезло, Прометей. Запомни, я никогда не позволю тебе отнести огонь людям. Посмотрим. Посмотрим. Так и остались мы, люди, без огня. Света, тепла теперь не будет. Без огня, без огня. Две стены, Без огня, одни проблемы. без огня, без огня, без огня. А в это время на земле без огня. Ну, и зачем мы этого Джордана Бруно второй месяц поливаем? Сейчас еще месяц подождем, ветки сквозь него прорастут, и он умрет. Отдай, я тебе Не сказал. отдам. Отдай. Не отдам. Отдай. Люди. Держите. Вот вам огонь. Так, тихо там. Прометей, остановись. Прежде чем отдать людям огонь, подумай. Тепло и свет — это, конечно, хорошо, но не бывает дыма без огня. А ты им рассказал про ожоги, про дым от торфяников, про войны. Ты этого хочешь для людей? А ну, дайте сюда. Ну и ладно, сами добудем. Сейчас. А что ты делаешь? Огонь добываю. А это как? Ну, для этого нужно делать быстрые вращательные движения. А ну дай-ка мы попробуем. Пожалуйста.
Отлично! Вот теперь я вижу, что вы достойны обладать этим даром. А если бы я вам его просто так отдал, вы бы не поняли его ценность. Друзья, давайте научимся ценить то, что дал нам Всевышний. В этой жизни азартной и бредной мы играем с огнем ежедневно. Нас связала с игрою какая-то нить. Где найдешь, потеряешь, не знаешь, но играя в нее, понимаешь, как же здорово все-таки жить. Самый лучший день заходил вчера. Скоро новый бой, скоро новый старт. Верим, повезет, скажет нам пора.